Все жители Исфары в шоке и не понимают, что происходит. Правительство теперь следит за каждым. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Сотрудником ГКНБ Таджикистана по обвинению в экстремизме задержан 70-летний житель города Исфары Камалидин Шарофов. Официальной информации о причинах задержания нет. Родные же утверждают, что пенсионера обвиняют в экстремизме. Задержанный доставлен в СИЗО в Худжанде. 70-летний Камалидин Шарофов был задержан после произошедшего 5 мая спора в здании сельского джамаата Сурх Исфары. Его задержали вскоре после того, как он потребовал от сотрудников джамаата отказаться от неправомерных действий и пригрозил, что в противном случае напишет жалобу в радио Азади и Ислох ТВ, рассказал один из родственников Шарофова на условиях анонимности. По его словам, все началось после того, как одного из друзей Шарофова пригласили в сельский джамаат Сурх на беседу по поводу призыва сына в армию. Работники джамаата потребовали, чтобы он вернул сына из России, который находится там на заработках. Когда начался разговор на повышенных тонах, Камалидин Шарофов вмешался в спор и сказал, что отец призывника здесь ни при чем, и посоветовал работникам джамаата самим поехать в Россию и вернуть призывника домой. После инцидента в отношении Шарофова была начата проверка, которая продолжалась целую неделю. В ходе проверки якобы было выявлено, что Камалидин Шарофов подписан на платформы сайта Ислох ТВ в соцсетях, неоднократно ставил им лайки под публикациями и делился видеосюжетами из оппозиционного сайта, добавил родственник Шарофова. В Таджикистане решением суда близкие к таджикской оппозиции за рубежом сайты ислох.нет и ислох.тв основатель Мухаммадик Боли Садридин на территории страны заблокированы. Попытки получить комментарии у властей Сагдийской области и выяснить причину задержания Камалидина Шарофова не увенчались успехом. Тем временем, по словам близких, сам Шарофов в беседе с ними подтвердил, что против него возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме. Согласен ли он с выдвинутыми обвинениями, пока неизвестно. Камалидин Шарофов – отец 5 детей. В прошлом он работал учителем в школе и занимался предпринимательством. Родные задержанного говорят, что у семьи нет денег на оплату услуг адвоката. В Таджикистане в прошлом были случаи, когда не только простых граждан, но и чиновников отправляли за решетку за лайки под публикациями критиков властей или за контакты с запрещенными в стране партиями и движениями. В декабре прошлого года судом Хатлонской области суд, заведующая отделом образования Пянджского района Мавлуда Баймурадзада, бывший сотрудник предприятие по управлению земельным фондом Мамед Шералиев, а также оператор и корреспондент гостелеканала Джахоннамо Абдурахмон Изатмандов и Джалол Заидов были приговорены к 5 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в сотрудничестве с запрещенными организациями и распространении лживой информации. По версии прокуратуры они передавали принадлежащему оппозиции сайту ислох.нет видеозаписи с мероприятий, связанных с отделом образования, с целью опорочить главу ведомства. В ходе судебного процесса было отмечено, что в мае 2022 года на основании присланных обвиняемыми материалов на оппозиционном сайте была опубликована статья «Жители Пянджа жалуются на ситуацию в сфере образования и других отраслей». В 2018 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал проект поправок в Уголовный кодекс страны, ужесточающий наказание за публичный призыв к терроризму в интернете и публичное оправдание террористической деятельности в соцсетях. В настоящее время за публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Правозащитники критикуют власти за то, что под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом усиливается тенденция подавления гражданского общества и свобод. Количество заключенных в стране, по их словам, стремительно растет за счет тех, кто оставляет в соцсетях критические комментарии в адрес властей. Как вы относитесь к такой ситуации? Почему нет свободы слова и свободы мнения? Пусть таджики думают, что хотят, и говорят, что хотят, они имеют на это полное право, если они не согласны с деяниями властей. На улице 21 век, и каждый имеет право на свое мнение. Вы согласны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.